Длинная коса – девичья краса, говорили в старину в народе. И по сей день длинные ухоженные волосы являются предметом гордости любой девушки. 3 июня в честь Дня защиты детей во Дворце детства состоялся финал 5-го республиканского конкурса «Угунцугох. Длинная коса-2016», в котором приняли участие 20 финалисток из разных уголков республики. Меня зовут Туяр Толстякова, мне 6 лет. Я участвую на фольклорный ансамбль «Одун». Люблю петь, танцевать и на хамусе играть. Являюсь победителем многих городских, республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Участвую первый раз на Угунцугох. Меня зовут Дьяконова Даяна, мне 8 лет. Я из города Якутска. Что ты здесь будешь делать? Какие таланты будешь показывать? Я буду петь песню «О соле мио». Почему ты решила принять участие в этом конкурсе? Потому что у меня длинная коса. Страна Ланхай, люди Нюргуна, я привезла вам горячий привет из стран Оленьего края и северных сияний. В конкурсе что будешь делать? Песни читать, петь или танцевать? Танцевать олененок. Буду изображать олененка. Пишите Ковалена. Сколько тебе лет? 8. Дорогие друзья, встречайте на сцене участница под номером 3 Дарина Алексеева. Дарина сегодня дали вам Я буду танцевать. Что за танец? Маленькая страна. Всего на конкурс было подано более 200 заявок от девочек в возрасте от 5 до 11 лет, и жюри путем отбора выбрало 20 финалисток. Девочки продемонстрировали свои таланты, пели, танцевали и даже читали стихи. Говорю я бабушке, вызови врача, выпей лекарства, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что же тут такого? Hello, my name is Saina. I'm 5. I'm a little girl and my hair is black. Добрый день, меня зовут Симрова Саина. Мне 5 лет. Я хожу в детский сад Тулукчан. Люблю читать стихи и петь. Финал конкурса прошел при поддержке Союзом женских организаций Якутии с участием победительниц прошлых лет. Я участвовала в Угунцугох 2014 и победила. Буду дефиле показывать и будем помогать награждать. Чем тебе нравятся длинные волосы? Почему не хочешь сделать какую-нибудь модную прическу, стрижку? Ну, мне нравятся длинные волосы, потому что они красивые, они длинные, и не жалко их отрезать очень. И не хочется как-то терять вот эти длинные волосы и все. Каждая участница блистала на сцене, и выбрать победительницу жюри было нелегко. По мнению организаторов конкурса «Длинная коса» главное не победа, а действительно участие. Ведь такое мероприятие для каждого ребенка является праздником, возможностью завести новых друзей, показать свой талант и блеснуть на сцене. Стало доброй традицией провести конкурс «Мисс Длинная коса» на якутском Угунцугох 2016. В этом году из всех уголков было подано заявление, 250 заявлений по 2 категориям – дошкольники и начальный школьный возраст. Очень востребован этот конкурс. Мы проводим в целях сохранения нашей якутской традиции и семейных ценностей. Это, во-первых, красота. Якутская красота, что у якутской девушки длинная коса, душа радуется, да? Что-то надо их воспитать с малых лет, чтобы у них были косы. И всем участникам мы желаем не просто вот победы, да, это главное участие, это праздник детства, это праздник сотрудничества, да, это праздник дружбы. Для победительницы конкурса организаторы подготовили эксклюзивную серебряную косоплетку, изготовленную специально для конкурса талантливыми мастерами ювелирной компании «Драгоценности Якутии». Также победительница конкурса станет лицом журнала «Чоаранчик» и «Колокольчик». Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСИА. И упряжку, значит, поутру встречай на пути упряжку.